Ассаламу алейкум. Ищем себе Марфару Киноздоров. С началом нового учебного года хочу пожелать всем удачи, успехов, здоровья, хороших детей. Первое совещание в новом учебном году в рамках языкового, наверное, с анализа проведенного ЕГЭ и ОГЭ. Результаты, если честно сказать, плачевные. Да, благодаря нескольким выпускникам, 20 человек, 30 человек, которые более-менее показали результат, он вышел из той ямы, которую мы остались. Или благодаря этому 100 баллов, благодаря этому 80 баллов, которые по английскому языку получили, благодаря 90 баллов, 1-2 человека, которые получили нашим районом, благодаря этому мы вышли. И вот по результатам ОГЭ и ЕГЭ что сделали директора? И специально помогали. Я не беру ОГЭ и ЕГЭ, которые сдали Кикуни, которые сдали Махачкале. Но уже по результатам данных куда-то, но Савсатку кинул Химал, отправьте туда Кикуни, или Махачкал, или Дурян, или Царзе, если им этого достаточно. Если 5 тысяч, 10 тысяч рублей от Кукуни, если стоимость учителя, который научил этого ученика в течение 9 лет, оценивается 5 тысяч рублей, грош цена этим учителям. Грош цена вот этим учителям и директорам, которые держат этих учителей. Потому что 3 тысячи рублей, 5 тысяч рублей стоит этот экзамен. 50% детей сдают, 50% детей не сдают экзамены. Вот, мне интересно знать, что сделали директора школ, которые получили 100 баллов минусы. Унзарская школа-интернат 100 баллов, Унзарская школа номер 2 71 баллов, Хиндарская 160 баллов, Лайновская 100 баллов, Кагадинская 160 баллов, Бородинская 160 баллов, а Мушинская 160 баллов. 60%, которые не сдали математику 9 классов. А что вы сделали с этими учителями? Они же работают до сих пор. Они ежемесячно стимулирующие получают, ежемесячно зарплату получают, отпускные получили вовремя. Они еще там флаг поднимают, говорят, вот какие они хорошие буришь, пишем киров, что за материал. Если это вышел, кино в халабахуне. 100% двойки. По английскому языку, английский язык, школа, интернат. Этот учитель английского языка проходил квалификацию у нас, когда мы с Махачкалой приезжали. Вот зачем он там сидит? Для чего? Она там не сидит, она в декрете. Там учителя пришли с соседней школы. Соседние школы, которые пришли, они были там, обучались, когда мы обучали этих людей? Я не знаю. Вот где Абдрахман Магомедович? Это учительница, которая проходила английский язык. Она что, плохо преподает? Это Батман Малаевна. Нормально преподает. Конечно, единственные 80 баллов в истории взяли по английскому языку же их не ученица. Потому что они учились. По биологии я считаю проценты, которые выше 60, то есть выше 50, которые не прошли. А остальные все тоже недалеко шли. По биологии 100% Тагадинская СОЖ, Узлоросос 67%, Рукачей 60%, что-то до 100%. И точно так же по другим, по истории 100% Амуршей, Будская СОЖ 67%, Анусинская СОЖ 100%. Не понял. А как это по истории где? А что это такое? Что это? История учителя нет, что ли? Нет, то есть по истории учителя тоже есть. Это у нас так называемый легионерный человек, который пришел с Аранийской средней школы. За 1 год, можно сказать, мы... Нет, двое у вас не сдали историю. Ну да, как раз таки 2 учеников, которые были в Аранийской средней школе. Унзарская СОЖ номер 2, один шел, один не сдал. Так, по физике
СОЖ номер 2 75% не сдали, СОЖ номер 1 75% не сдали, Погода 67% не сдали и 100% не сдали Газатлинская СОЖ. Так, Бутвинская СОЖ 75% обществознания и Оротинская 80%. Ну и так далее и тому подобное. Проценты плачевные. Это, вот эти 20% это благодаря тому, что Патимат Хадисовна сделала пробный ЕГЭ, пробный ОГЭ в марте месяце. Так же было? В марте месяце мы провели. Если в марте месяце мы ее не провели, сегодня здесь цифры были бы 100% практически ушли. Это еще благодаря тому, что кто-то позаботился, мы каким-то образом вышли. Вот что мы собираемся в этом году делать? Мне интересно сегодня знать. Что мы будем делать по ОГЭ на выпуске 23? Вы не думаете, что вот эти оценки, которые прошли, это тоже 100%, что наши ученики проходили? Это тоже благодаря тому некоторым людям. По ЕГЭ ситуация не лучше. По ЕГЭ ситуация не лучше. По химии 46% по району не прошли. По русскому языку 12% не прошли. По базовой математике 14% не прошли. По профилю 43% не прошли. Биология 26%, история 18%. Обществознание 49%. И физика 50%. Вот здесь мы видим, вообще нормальные люди должны провести анализ того, как мы прошли этот год. Анализ от монашки, вот по какому языку, в какой школе плохие оценки. Что делать с этим учителем? Не уволить же его. Если его уволят, у нас учителей не будет больше. Мы не можем каждого 600 учителей, если мы уволим сейчас, то работать не с кем будет. А что надо делать? Надо отправить его на обучение. Надо научить, если он подается обучению. Их надо обучить, надо этих учителей. А почему вы не отправляете? Почему вы не делаете список? Почему вы не подаете нам количество этих учителей? Почему вы не просите нас, что мы привели сюда учителей для учителей? Почему мы такие вещи не делаем? Почему вы каждый день пишете, что у вас там лампочка сгорела, у вас там окно сломалось, у вас там дверь не закрывается, у вас там пол скрипит? Вы же не завозите школу, вы же учителя, вы же директора, у вас же основная задача обучения учеников. Я больше не пишу, где задача. И это химия школы директором специалист математики. Основная задача это обучение. Только математическая задача это не химия. Точно так же садиков. И это кино уже верхнюю школу, и все набрали экзамен переводной из садиков школы. Все провели экзамены. Есть больные дети. Есть психически ненормальные, есть двоечники, которые писать не умеют, читать не умеют, есть, которые разговаривать не умеют, есть еще какие-то дети. Почему получается, что мы детей с садика берем в школу нормальных детей, а благодаря вам они становятся двоечниками? Почему? Почему вы такой анализ не делаете? Ни один директор, ни один учитель, почему об этом не думает? Почему должны страдать те родители, которые отправляют детей к вам в школу? Это мы пока сейчас про школу говорим. Я не думаю, что в садиках лучше. В садиках еще хуже. В садиках, если все думают, что все садики хорошо работают, 90% садиков не работают как положено. 90% садиков не проводят уроки как положено. 90%. Это большие садики еще, может быть, там что-то как-то делают. Не делают этого всего. Если бы этого всего делали, если бы мы все выполняли бы свои функциональные обязанности, наши дети не получали бы 50% двойки. Наши дети не получали бы, не ездили бы туда, куда-то из-за 5000 рублей не покупали бы эти оценки.
А некоторые за 10 тысяч рублей еще двойки получили, потому что много денег дали. И теперь основная задача, первоочередная задача наша – научить детей. И, Фатима Хадисовна, начиная с сегодняшнего дня, методический отдел приведите в порядок. Методический отдел, он предназначен для оказания методической помощи и школам, и директорам, и другим учреждениям образования. Если нужно садик, если нужно школу, оказывать они должны методическую помощь. Это мое такое понятие, я не знаю, если здесь методист у них какое-то другое предназначение, но методистская задача его оказывать методическую помощь для образовательного учреждения. Основная их задача. А проводить олимпиады, проводить ВПР, для этого есть классные руководители, для этого есть учителя, для этого есть директора школ. А организовывать это все, я думаю, что одного человека хватает на один месяц проводить олимпиаду, каждый месяц по одной олимпиаде, и каждый месяц проводить ВПР. Я не думаю, что для этого весь отдел должен заниматься этими вопросами. Сделать Фатима Хадисовна полностью должностные инструкции каждому методисту по направлению своей деятельности. И каждый день пускай у нас вообще никто раньше машину не давал. Вы всегда ездили на своей машине. Вот у вас 2 машины есть во дворе. Можете заказывать машину, ездить каждый день круглосуточно по всем школам и садикам. Никто вам это не запрещает. Но сидеть здесь в кабинетах, собирать еще раз говорю, сплетни, разговоры не нужны. Не нужно никому. Абсолютно никому не нужно. Есть предложение, Фатима Хадисовна, сегодня уже 20 число, до 30 числа, до 28 числа, чтобы каждый директор представил список, кого он отправляет на обучение, по какому направлению и по каким предметам. Каждого директора. И сами можете идти учиться, и учителей можете отправлять. Ничего позорного здесь нету. Каждый человек должен учиться, потому что те процессы, которые мы проходили 30 лет назад, сегодня они не проходят. Сегодня еще другой подход к обучению. Можно видеть выступление Кравцова. Там не сказано ни одного слова про обучение детей. Там сказано было, как научить детей учиться. Там никто не говорил, что надо детей научить чему-то. Как научить детей учиться? К этому надо учиться. Этому надо учиться каждому человеку. Начиная с садика и в школах. И выезжать на 2 садиках и на 3 школах, я думаю, что это неправильный подход. Это неправильный подход. И, наверное, все-таки надо подвести итог, Фатима Хадисовна, в тех школах и в тех садиках, в которых мы купили оборудование, что они с этим оборудованием делают. Некоторые взяли компьютеры, почему-то умудряются дома ставить. Эти компьютеры я вам купил не для того, чтобы они у вас дома стояли, а чтобы они стояли в садиках и школах. Чтобы они стояли в садиках и школах. Если у вас компьютеры стоят дома, наши компьютеры, это получается присвоение, хищение. Это 160-я статья. Идет Уголовного кодекса. За это можно статью получить. Поэтому оставьте наше имущество там, куда мы ее купили. Ежеквартально, если не получится, хотя бы полгода один раз, будет ездить комиссия, проверять это все. И не просто проверять наличие этого имущества, а как оно работает, как работают интерактивные доски, как работают компьютеры, которые вам купили. Эти все вопросы будем проверять каждые полгода. Покупали мы вам, не потом мы вам покупали тревожные кнопки, телефоны, пожарную сигнализацию, не просто так я вам делал. Не просто так я вам делал камеры видеонаблюдения. Но же коллега, когда люди зарплату не получали, я оставил другие вопросы, сделал вам это все. Вот каждому из вас, всем школам, всем садикам, 100%. Никого не обделил, никого не, где 2 детей, где 3 детей, где 5 детей, где 100 детей, всем поставил. Всем поставил, и тревожные кнопки поставил, и телефоны поставил, и пожарную сигнализацию поставил, и видеонаблюдение камеры поставил.
А вы мне пишете, вот у меня видеокамера поломалась, почините мне ее. Не починю, за свои деньги чините. Пожарная сигнализация не работает, за свои деньги делайте. Я вам ее сделал не потому, что у меня других работ нету. Я вам ее сделал, чтобы она работала. Для вас я это сделал, чтобы она работала. Если не умеете пользоваться тревожными кнопками или телефонами экстренной связи, приходите в райотдел, научитесь, неделю сидите там, учитесь, и чтобы нет таких разговоров потом не было, что мы звонили в школу, мы звонили в садик, они не поднимают трубку. Если не поднимают, поднимают ходить. Вот пришло представление, первый мне давали замечание, второй будет выговор, третий на аттестацию отправить. Потому что нам не нужны люди, которые, если в случае чего, не могут решить вопрос со своими учреждениями. Не для этого я это все сделал. Это все сделано для безопасности наших детей. Чтобы наши дети могли спокойно учиться в школах, спокойно заниматься. Не так, как в Махачкале там в день по 30 раз эвакуируют, которые школы и садики. Чтобы они нормально могли учиться. А если такая эвакуация придется делать, чтобы это тоже могли делать вовремя и как положено. Чтобы можно было детей эвакуировать. Про сайте, даже говорить стыдно. Даже стыдно говорить даже, что специально не взял ко мне сюда. Взял бы, было бы вообще смешно. Сайты не ведутся. Почему? Вам что, специалисты нужны, чтобы сайты вести? У вас есть в каждой школе специалисты. Если специалиста нет, попросите 10-классника. Он будет вести ваши сайты. И что за разговоры такие? Сайты могут эти замечания получают от прокуратуры, что садик или школа не ведет, или ведет там 2 года назад поставили последнюю информацию, весь закон был оставить. Сейчас все скажут, что интернета нету. У каждого есть интернет. Через свой мобильный телефон поделитесь в садике, на блоце и сделайте это все. Совесть должна быть. Совесть же хорошая вещь. Вот сейчас сколько директоров параллельно уроки ведут? Кроме директоров. Сколько директоров? Никто не ведет? Молодцы. А кто вот сейчас за вас уроки там в школе дает? Если специалисты параллельные, зачем вы берете на себя эти уроки? Если директорство не может нормально делать, зачем вы берете на себя эти уроки? Эти уроки я могу вам позволить когда вы справляетесь с директорством. Никому я не разрешаю уроки вести, если не можете директорством заниматься. Сперва занимайтесь своей работой, потом берите дополнительно нагрузку. Чтобы вы знали, вы имеете право только с разрешения руководства брать эти часы. 9 часов. До 9 часов. Не 9 часов, до 9 часов. То, что касается сайтов. Я думаю, что мы долго-долго говорим, никак не сдвинемся с места по аттестации руководителей, потом проведем аттестацию персонала, всего персонала и в садиках, и в школах. Это не означает, что кто ее не пройдет, должны быть уволены. Если мы уволим всех работ, то нам не с кем будет работать. 1000 человек педагогических работ найти нам очень тяжело будет. Но пройти обучение эти люди должны все. Я так думаю, что всех можно сейчас отправить на обучение, на переобучение. Не идут туда те, которые не смогут учиться, не могут учиться. Кто может учиться, они проходят, они же прошли нормально. Вот мы эксперимент провели, я очень доволен результатами этой работы. Хотя очень тяжело было, из-за 11 человек, из-за 16 человек эти люди приезжали сюда 2 раза в неделю из Махачкалы. Но тем не менее, кто участвовал, они получили свои знания как положено. Еще раз говорю, основная наша задача – это обучение детей. Еще один вопрос, который мы на сегодня поднимали – физкультура в школах. Она сведена к нулю. И садика тоже в том числе. Она сведена к нулю. В лучшем случае где-то спортзал загонят, скажут, что там побегайте, это еще хорошо. Тоже не делают. Если дети не занимаются легкой атлетикой,
если они не будут бегать, прыгать, а как они будут ГТО сдавать? Как будут сдавать ГТО? Норматив. Не будут сдавать, не смогут они ее сдавать. С вчерашнего дня у нас есть руководитель детской юношеской спортивной школы Магомедов Магомед Ахададаевич. Я думаю, что кто его не знает, наверное, нет здесь. Это самая большая спортивная школа в нашем районе. На самом деле обидно по спортшколам. За последние 4 года наша спортшкола не закрывалась ни на один день. Ни на один день спортшкола не закрывалась. Вчера мы искали результаты спортивных достижений наших ребят. Это первое место по волейболу. И все. А хотя там занимаются 200, 300, 500 человек, там написано, что занимаются. Вот наши результаты. Результаты наших тренеров. Я думаю, что с приходом нового руководителя сейчас поменяется подход к этой работе. Точно такая же ситуация. Мы сейчас будем заслуживать, все думают, мы в прошлом году снимали всех. И библиотеки, и спортшколы, учреждения культуры на территории. Все думают, наверное, мы сняли это, а что-то от этого случилось. Начиная с сегодняшнего дня будем заслуживать всех. С включением показаний методов. Они будут и в школу приходить. Вы не думаете, что по школам они будут ходить. Они по садикам будут приходить. Контроль будет, но одним контролем этот вопрос не решается. Если у вас нет желания, то этот вопрос мы решать не можем. Почему одни школы могут пройти нормально, почему другие школы не должны проходить? Все должны проходить. Все получают одинаковую зарплату, у всех одинаковые условия. Есть школы, которым что-то не сделали за эти 3 года. Школы, садики, но садики в меньших школах есть где-нибудь, которым не сделали работу. Назовите любую школу, где мы какую-то работу не сделали. Нет такой школы. Назовите садики, которым все, что вам нужно, запрошено, чтобы мы не давали. Конечно, мы не можем давать. Пришла заявка купить 40 кроватей, 40 матрасов, посуду на 50 человек, детские игрушки, игровые площадки, телевизоры, видеокамеры и так далее. Это все мы сразу покупать не можем. Это получается, но и садик на нас строить. Я вам сказал, дайте заявку на кого необходимо, у кого холодильник сгорел, у кого печка сгорела, у кого еще что-то, без чего садик не может существовать. Когда у нас в конце года деньги остаются, что мы могли закупить это все. Но мы все оборудование покупать для садиков и школ мы не в состоянии раза. Не можем этого всего делать. Поэтому мы делаем, пытаемся сохранить, где школы будем строить, помещение сохраняем для садиков. Садики будем ремонтировать, теперь очередь дошла до садиков. Но такими темпами, конечно, мы не можем. Мы не можем, у нас другие работы тоже есть в районе, которые нужно делать. Другие объекты тоже есть. Хотя больше 60% бюджета это образование. Я думаю, что, надеюсь, что вы все провели анализ в каждой школе и сделаете выводы по нему. И до 30 числа Патмат Харисовна мне список, что, как и где мы будем организовывать обучающий процесс обучения учителей. Если надо будет отправлять, его будем отправлять. Если нужно будет, мы сюда приведем учителей, мы найдем этих учителей, преподавателей, самых лучших. Я думаю, что это мы можем сделать. И на это деньги не пожалеем. Хотя за это деньги вы должны сами платить, каждый учитель. Потому что это уже по итогам аттестации. Есть вопросы ко мне? Добрый день, уважаемые коллеги. Рада всех приветствовать сегодня. В таком составе уже в этом учебном году мы с вами не встречались. Что касается образования. План был заман, не кербач атахтить жава бикрон, образование другими он, не халтуюга. Теперь у нас у всех, начиная с отдела образования, кончая школой и садиком, у нас должен быть перспективный план развития на 5 лет, что у нас уже есть. У нас должен быть годовой план, у нас должен быть ежемесячный план. Вот по этому плану, если мы будем работать,
если у нас будет план, если у нас будет дорожная карта, если у нас будет результат анализа работы, результат будет превосходный. Иншаллах рахман, мы к этому уже пришли. Вы можете посмотреть на сайт отдела образования, вы вот эти все планы увидите. Уже исходя из этого, вы выставляете на свои сайты. Уже сайт это не для желающих. Не для желающих. Это обязанность. Это лицо образовательной организации. Сайт. Не все могут прийти к вам в школу или к вам в сад. Открывает сайт. Даже тех детей, если родитель хочет записать ребенка, он в первую очередь может открывать ваш сайт, посмотреть, чем здесь занимается. Чего ли они руби? Стоит моему ребенку? Какие у них достижения? Какой у них план? И над чем они работают? Будет ли для моего ребенка здесь польза или нет? Никер бахадам сдемери сидхали чата не гибжуха. Никер хамуха никер воинская часть есть. Рач унирук он голцо бака хемера чунок унар. Поэтому они могут смотреть и для своего ребенка выбирать определенную школу или сад. И мы в этом году у нас в плане есть определенным нижецо заманах после, например, хабби школу. Будем проверять это. И это все мы будем озвучить здесь, уже адресно. Шайбуги, вот общими словами, почему? Как будто такое ощущение, как будто мы с пустым залом разговариваем. Вот почему будем задавать адресно? Почему ты это не делаешь? Если ты это не делаешь, пожалуйста, ты, видимо, устала. Освободи твое место. Вот так оно и будет. Мы к этому уже пришли. Значит, первым делом, как я уже говорила, месяц раз, совещание, месяц раз. Эмир совещание, эмир заседание я не люблю. Значит, то, что сказал Мансур Таджиевич, до 9:10, уже 9 или он уже навстречу уха. До 9 часов Гулнани руководитель не имеет права бачить. Считайте, а если у тебя 5 уроков, считайте, что и каждый раз по 5 часов Гулнани это пробел вашей работе, вашим направлением, по вашему предмету. Поэтому я думаю, и проверить еще нишквинкидар, Мансур Таджиевич, мы тоже должны их понимать. Есть некоторые школы, как предмет вачи, например, если это физик, математика, у них учителя. Вот в таком случае они вынуждены врачи. Вот такие ситуации. Правильно я говорю? Сколько вакансий у нас в районе? В нашем районе 6,7 ставок вакансий. 6,7 ставок. Из 40 школ. Да, пожалуйста. Значит, совещание месяц раз Галина. Вот значит, вот один день, например, совещание мы проводим в среду, значит, вот эти директора, и они не будут ставить этот день другое государство. Вот в месяц один раз, именно последняя неделя, среду, четверг, День недели обозначаем. А я обозначила всегда 27 число. Давайте обозначим день недели. Да. Что вы могли. Вот последняя неделя, вот 27 раз, последняя неделя, день надо. Все отлично, вот так и сделаем. Хочу пару слов сказать о нагрузке директора школы. У меня основной филолог, Русавет, идет 26 часов. У него стабильно каждый год 26-27 часов. Она классный руководитель, она заведующая кабинета. Нельзя И там показывать. сейчас зауч у меня филолог, он тоже ведет один класс. Я тоже веду 1 или 2 класса. У меня в этом году 10 часов. Не от хорошей жизни, поверьте, не ради денег. Этих уроков некому давать, там больше нет филологов. Как мне поступить? Я каждый раз, я же каждый раз указываю, вакансия в одном классе 6, 8, 10 часов. Ну, направьте филолога на эти 10 часов, с удовольствием даю сегодня. Все, я думаю, что мы услышали предложение, мы рады таким предложениям. Давайте каждый из вас ежегодно мы будем давать.
Почему не взять молодого ученика? Мы найдем студента, который там на третий курс учится, на это 10-15 часов, потом на 18 часов, 26 часов. Это предел. Плюс еще классное руководство, плюс еще кормление, это издевательство, это человек ничего не сделает. Это считайте, что ни уроки он не преподает, ни классное руководство не делает, и кормление он не занимает. Это не может быть такое. Я не согласен с вами, она очень хороший учитель, Она всегда... Если у нас порядок, если он дает 18 часов в неделю, это 3 часа в день. Если он еще дает 9 часов сверху, это 1,5 часа еще в день. 4,5 часа в день, если он дает, это с 8 утра до часу дня он должен уроки преподавать, с часу дня до 7 вечера он должен классным руководством заниматься, и между этим он должен заниматься своим классом. А что он будет делать с родителями? А что он будет делать с детьми? Пожалуйста, направьте филолога. Нет, мы направим, мы найдем. Это очень хорошее предложение. Я почему говорю, нельзя такие вещи делать. Все, Карамадович, мы вас поняли. Масуд Гаджевич, в этом году их ученица поступила филологически, правильно, Карамадович? Да. Все. Этот вопрос тоже очень хорошо, что вспомнили. Сказали, что вот каждому человеку, кто поступит в пединститут, будем давать стипендию. Пускай будет по 3000 рублей, это тоже неплохо. Для молодого человека, который учится в городе, это очень, я думаю, если человек учится на отлично. Директоры не смогли детей подготовить, чтобы пединститут готовы поступить. Не те экзамены сдали. 13 человек, которые были готовы поступить в пединститут, благодаря вам не поступили. 3 человека поступили, да, в пединститут? И это все благодаря вам. Благодаря тому, что ваши классные руководители 28 часов уроки преподают, вместо того, чтобы этих детей правильно готовить к выпускным экзаменам. Поэтому у нас нет учителя. Вы специально не даете, чтобы учителями стали они. Потому что вы боитесь, что на ваше место они придут. У меня нет другого варианта. Пединститут, я говорю, слушайте, поступите, я помогу, устрою туда, если надо, ушить, я помогу. По 3000 рублей там каждому человеку ежемесячно. Ежемесячно буду давать, несмотря ни на что. Приведу сюда, на практику привезу сюда. Каждую неделю буду ездить, каждый квартал буду ходить за этими детьми. Как они учатся. Нет, наши дети не должны туда поступить. Все любую подножку поставить, чтобы дети туда не поступили. Потом говорят, что у нас учителей нет. Конечно, не будут у нас учителя. Откуда их взяться? Если мы сами их не готовим. Ваш руководитель отдела образования получает на 40% меньше зарплату, чем каждый из вас директор. А мои сотрудники, что вы знали, которые работают с 9 утра до 6 вечера, получают 15 тысяч рублей. Ни один учитель из вас не работает, ни один воспитатель не работает за 15 тысяч рублей целый день. А мои сотрудники здесь работают за 15. Мурат, а ну где это, Мурат? Сколько зарплаты у тебя? 15 рублей. Пожалуйста, всю работу за вас делает он. Вот он дурак. Не вы дураки. Не те, которые не поступают, которые 25-30 тысяч рублей получают. Вот он дурак, который работает за 15 тысяч, и вот эти методисты, которые там сидят. Вот здесь получают самую маленькую зарплату. Вы же думаете, что здесь в администрации у всех такие зарплаты, все это здесь находится. Нет, нет у нас здесь таких зарплат. А почему они едут в школу? Пускай идут в школу, чтобы мало зарплаты. Потому что здесь тоже надо кому-то работать. Он с удовольствием пошел в школу. Здесь тоже надо работать кому-то. Туда хожу, детсадом не рад. Сначала ученого. Халкли хова, получили донуло, чил, совершенно рабочий донуло, завхоз донуло, учитель донуло, директор донуло, сын Хайзкова, Ток Хайзкова, Лихрас Клен Хайзкова, мы уже ставляем если не высмехал, нагрузка вашим бачинер, нагрузка бачинер. Ну, география хова, чхана география. Это целый пединститут сюда. Физмат вообще пединститут это не коммунистик, да? Согласен. Цинги вот это. Отличие пединститут вообще. Insan pedinstitut vache, vache redum gеография, диктант паздит. Вот дорога. Да, пединститутлар сау. Ама, честно слово, не в обиду, это чьи ученики? Эти чьи ученики? Пединститут
Махамад, таблица умножения машло школа, диктант позмашло школа, сочинение позмашло. Действительно, Махамад Сажо, не обижайтесь на меня. Высшее образование будет желательно. Прошу меня принять на работу в качестве там, на должность такого-то. Что ошибка делаю? Уризам Пагасанович. Так же? Так же, так же. Эти что ученики? Дида Бичан русский что? Махамад, батя молодого ученика, смотри, Анску Саев, пускай он получает 15 тысяч рублей, пускай он ходит на работу, март его стал. Март есть наставник у нас, следующий год, 23-й год, объявлен годом наставничества. Делайте наставниками, да, научите его. А откуда? От того, что медицинскую закончил, он что, специалистом станет, что ли? 5 лет он должен работать, что специалистом станет. А что медицинскую заканчивают, они врачами становятся? Нет, конечно. Но если такие подходы у нас будут, Российский Росчун там, конечно, у нас специалистов не будет. Вообще, здесь нужно служить сильнее. Махамад, Бичанов, мнение Бичанова не да, здесь нужно быть сильнее. Вот короче, любого человека можно научить преподавать урок. Год не получится, 2 года не получится, 3 года не получится, 5 лет, надо сказать его, через 5 лет будет он хороший специалист. А в чем проблема? А хорошо, нет у нас специалистов, а каждую школу нет. А зачем самое большое количество школ 40 единиц в Кунзарском районе, если у нас учителей нет? Также раз это норма. Еще вопросы есть? Вот скажу, в течение 2 лет, которые я работаю в школе, я, например, принял 6 молодых специалистов. 3 математика, 2 филологов, 1 на информатику. На самом деле мы их принимаем, и места есть. Но сказать, чтобы человеку, вот учитель был 18 часов, честно говоря, я тоже думала всегда так. Но когда я сама стала директором, я это поняла. Значит, если чтобы человек работал хорошо, он должен деньги тоже получать. Если у меня учителя ведут 24 часа, 25 часов, если они получают наравне со мной зарплату и 30 с лишним, я могу с них требовать, чтобы и они дополнительно занимались, они чтобы проводили вот эти мероприятия. Если они будут получать, там, как вы говорите, 15 тысяч, мне будет стыдно от них требовать эту работу. Я от них требую слишком много, потому что я ненормально даю. Поэтому, честно говоря, я себе не беру ничего. Я себе не беру то все, что я даю. Вы прекрасно знаете. Вот вчера я купила холодильник, как вы говорите, 44 тысячи дала я холодильник, я же не пришла косить. Да. Я еще купила холодильник за 36 тысяч. Я же не пришла косить. Наверное, я эта дура там сижу. Но я честно говорю, конечно, не надо за мелочами бегать. У меня мяча нету, у меня этой нету, у меня того нету. Я не привыкла просить. Я не прошу. Но только я люблю поощрять моих учителей часами, с чем могу. Просто потому что если они нормально зарабатывают, если они нормально, я с них буду требовать работу. Если они не будут получать, я с них требовать не смогу. Поэтому вы извините, не думайте, что мои учителя получают настолько много, но то, что я даю, алхамдулилlah, я с них могу работать. Иншаллах, вот смотри, Масудыч, еще раз скажу. У меня в 9 классе, общем в школе у меня уже 515 человек. Значит, у меня в 9 классе 61 человек. В 1 классе 61 человек. У меня в классе по 20 человек. Я не могу разделить их на группы. Единственное, я что разделила, в 11 классе 22 человека разделила на группы. В 9 классе я имела право разделить на группы и давать часы. Дайте мне филолога, я разделю. Нету. Не могу я. В начальных классах, чтобы разделить, нету. Учителей нету, Махудаджи. Все, Бичана, одно и то же 10 раз о том, что мы будем говорить, слушайте, я вам говорю, я что должен делать? Ни один район не делает ни 1 рубля за то, что дети учатся в институте. Я даю деньги, чтобы они там учились. Я помогаю, чтобы они туда поступили. Я что должен делать? Я от того, что вы будете платить 50 тысяч рублей этому учителю, что у него знания больше появились. Неправильно это все. Нет у него этих знаний. Если их не было за 15 тысяч рублей, за 30 тысяч тоже их нету, за 50 тоже нету. Надо поставить 15 тысяч рублей, чтобы этот человек дальше развивался и чтобы он стал. Если Залымхан Гасанович будет лучше, чем Абдурахман Магомедович, Залымхан Гасановичу надо давать больше. Не тому, кому там своим близким людям. Поэтому надо делить людей, стимулировать надо людей, чтобы они хорошо работали. Стимулировать надо людей.
Не так, чтобы там каждый человек, там, моего брата, свата, друга или там кого угодно. Нам, если мы не будем выпускать студентов, то есть абитуриентов, а где взять студентов? Если садики не будут выпускать нормальных учеников, а где взять хороших учеников? Здесь разделять это, сказать, что одна администрация. А что вы думаете, мне хочется ругаться? Вы что думаете, мне не нравится вот так посидеть, похвалить, сказать, что какой хороший там Свердловский директор 100% двойки получил? А за что похвалить? Или там Бородинский 60% получил двойки, а Мушинский 60% получил. Как весело вас похвалить, да? Какие вы хорошие. Или ХСШ получила 100% двойки. Как весело мне вас похвалить. Так же получается? Вы думаете, что мне не нравится вас хвалить, что ли? Очень даже я хочу, очень сильно хочу я вас похвалить. Безмерно рад тому 80 баллам английского языка, тому 100 баллам, которые по истории получили, тому русскому языку, который 91 балл получили. Вы не радуетесь, как я радуюсь. Ни один из вас не обрадовался этим оценкам. А я радуюсь. Потому что это заслуга. Это от того, что мы там, хотя где-то репетицией занимаются, где-то что-то получают, где-то оценку. Но если ее базы у этого человека нет, ни один репетитор не сделает ребенка. Там база должна быть школьная. Если ее нет, ни один репетитор из нее ничего не сделает. Элементарной базы, если в садике нету, если в школе нет, если с начального класса до 9 класса, в 9 классе, если мы по 3000 рублей ОГЭ сдаем каждому человеку, а за 2 года что вы хотите, чтобы они ЕГЭ сдали, что ли? Нет, конечно, не сдадут. Надо его с начального класса надо готовить его. Не зря эту программу придумали с первого класса, который идет на ЕГЭ и ОГЭ. А как можно 9 лет человек в школе учился и таблицу умножения не знает? Я понимаю, один человек, 2 человека, там 10% я понимаю, но когда 50% такие, о чем можно говорить? А о чем я должен говорить здесь? Должен похвалить всех? Все же говорят, почему я не хвалюсь, почему я ругаю. Не хотел вот сегодня ругать, вы заставили меня это сделать. Не хотел, очень сильно не хотел. Очень сильно хотел уйти, спокойно сегодня, вот не нервничать. Не получается, потому что вижу, вот, какие оценки дают учителя, то есть родители. Я же тоже родитель, вы же тоже родители. Мы все родители, мы хотим, чтобы наши дети были хорошими. Не потому, что мне жалко денег, которые вам даю. В 2 раза больше готов давать. Только дайте продукт, дайте продукцию, дайте мне. Дайте людей с отличием, чтобы можно было в мединститут поступить. Кто здесь будет нас лечить через 5 лет? Сколько человек поступили в мединститут в этом году? Вот здесь все директора. Сколько мединститут поступили в этом году? 4 с нашей школы. 7 человек. Из них 1 вернется в район. Из них 1 человек вернется. Здесь написано в Мисал. Во всей медакадемии, во всех курсах, группах 50 человек Кунзасского района выходцы. 50 человек, которые, 48 человек, которые даже не знают, где Кунза, которые называются кунзасскими выходцами. А кто у нас будет работать в больнице? Хорошую больницу построили, очень даже хорошая. Все условия есть. Томограф есть новый, УЗИ-аппарат новый, все условия есть. Диагностика, пожалуйста. А кто на них будет работать? Да, мы берем этих земских докторов, миллионы им платим. А что, нашим нельзя, что ли, это платить? Почему земским учителям нашим нельзя это делать? У нас же тоже есть такая возможность. Давайте будем брать земского учителя своей. Зачем другой человек, который на привязи, собака, что драться будет, что ли? Этот учитель, который сюда придет на 3-5 лет, ему что нужно? Свой миллион в карман положил, через 5 лет вот трава не растет в Кунзасском районе. Ему зачем Кунзасский район нужен? Нам своих нужно выращивать этих учителей, не чужих брать. И учителей, и врачей, и других специалистов. Но у нас свои они должны быть. То мы не в состоянии 35 тысяч человек, учителей содержать. Нет, получается. Сказал, не давайте детям в школу телефон. Спрашиваю, ходят люди с телефоном. Не берите учителя телефон в школу. Ходят учителя телефоном в классы. Зачем? Для чего? Зачем учителю телефон в классе во время урока? Для чего? Объясните мне.
Вот я же сюда пришел, вот я час здесь сижу, я же без телефона пришел. Ничего же со мной не стало. Ничего же не случилось. А зачем вы ходите в класс с телефоном? Чтобы дразнить детей? Дети для чего ходят с телефоном в класс? Если нужно, вы делайте полки. На полке, именные полки сделайте, перед сторожем поставьте эти телефоны. Или в учительской поставьте. Утром пришли, забрали телефон, уходят домой, говорят, да, когда домой уходим, нужен телефон. Спросить, мама дома или не дома? А во время урока ему телефон зачем? Вот же с чего надо начинать. Все тоже надо начинать. Как дети ходят в школу, как они одеваются, как учителя ходят в школу. Все это вы начинаете. Надо же с азов начинать. Сверху вниз начинать от того, что мы сегодня на ОГЭ, там, репетиторы, ничего не получится. Абсолютно ничего не получится. 9-11 классе из двоечника отлично делать никто не может. Никому же не секрет. В прошлом году, когда сколько жалоб было, когда я вам разрешил этот ОГЭ помогать, сказал, помогите двоечникам, оставьте другие, пускай сами знают это все дело. А помогли людям, которым не надо было помогать. Вот они в этом году будут ЕГЭ сдавать. Как они сдадут ЕГЭ? Которым вы в прошлом году помогли? Ваши родственники, друзья, товарищи. Какие оценки мы с ними будем требовать в этом году? Никакие, но потому что они туда прошли за деньги. Они не знают, что надо учиться. Это 10%, которые репетиторы пойдут, они будут учиться. А не те, которые должны. Так, давайте в рабочем порядке. Нужен суал лугетани, то эти претензии, нужен личный рубежам, пожалуйста, приходите, уважаемые. Хабак в садиках битуначар воспитатель зеги, школы битуначар учитель зеги. Зачем маана гуэтиха? Жаваб не нужен шулай, маана гуэтиха, суал кроль шарик инха. Ну, буквально, адрес Николи Суалги тут же обили нужен кубекин он жавашон жокарен. Ну, вечер выхидалха. Вид порог нужен сорижо. Геди суд кроначара учеников никакие они. Их дорогу боюсь, хоть кем айсбокричу не айскулю. Однако, дорогие коллеги, у меня на столе лежат, могу вам показать, нужно квантикрачун заявление. Нужно объяснительные. Мы тоже не асты здесь сидим. Есть в нашей работе и плюсы, и минусы. Их убили крым кулару. Дети вот сюда дыхал, уже самым говорит, кумекайлем бачу такавар. Жак, как глава столько детей кумачара, хочу хвалить, как махи, я руководитель задает, у меня на столе сколько хотите есть. Для этого же нам наставник нужен, для этого же время нужно. Он говорит, что чисто жохали, урисам гуханачу унаходил. А что же нам теперь делать? Вот земский учитель в Музахскую школу. Вот вчера была в министерстве, я говорю, куда же хоть ваши земские учителя едут, если они в Хунзах не едут? Если они в Хунзах, ну дида хахаларха, тунгуй жарак дидо берцами хулятайн бурнами. Но Хунзах это не Цумада, не Цунт, а не Бештаже. Ну, хорошо, захмат руби 2 часа езды. Даже они махачкал жить, он чайрач они. Вот уже из Хана Сонах, Цоя Ватки не Ола, тут же отказался. Цоя Ватки не Ола, тут же отказался. Халяпса Халица. Я чаю, что это говорю, учительница. Метерадал районом надо будет на нее встречать. Метерадал Якних Пиха, Чан Эльково. Миллион бежит Катиних Якних Пицинха, Антвили Чан Эльково с Хадугуром Ячуна Микре одолжение воли. Киеве государственные программы нужно опробить колю. А какой толк от этой программы земский учитель? Какой толк? Хечгури толк. Ну не крет шихали, ахани година волги рачу нечуни. Не крет химоги цалиску нечуни. Сталу рачароги эльхик эчили, этап эчили на олюбе. Хорошо, нам нужно работать вот наставничество и а что вы нам предлагаете? Лежит упущение в Хундиру, район хубит Эрсука, упущение в Хунхайчу худ ажоги. Ези колюбе араци скречну толюби. Ези возможно, что шхайчну толюби. Но что то хаму пинцоник району вечером, как глава школы одинцин, хабу рушкицин крелин и не кроче разина роли. А что них целуля, районах оплата вешника не целулю кара. Ну, заман и крепук и нези. Ну, глава
большие репетиции. У меня, да, под вопрос был привлечение молодых специалистов образования, система наставничества, дети охватить он, дети отметить он, обсудить вместе с вами. Например, Авсат Алджани, руку важу, дойхал и клейна руги, рачка, учитель заиха. Например, специалист Нижер Ругель нужется. Вот я звоню, вот у меня заявление есть, вот такого учителя по этому направлению, вот этого предметного учителя устроит. Вы мне тут же говорите, что у вас этого учителя, этот учитель есть. А это разве разумно? Сегодня это есть, завтра его может не стать, никто не знает, чьи никто не гуляли. Вот как не было. Он молодой специалист пивугунани, он наставник пивугунани, цорак хагурдулеч он букунариш. Научитесь его так правильно работать сами. Зачем вы хотите с больной головы на здоровую, нужна проблема хези? Зачем вы этого хотите? Тур неправильный подход, вот такая проблема есть в нашем районе. Почему же не говорите? Потому что нету его. Нету, потому что. Не глава су подхода до этого, не дверь подхода до этого. Мы горим желанием, даже предучилище хрономача, выпускник Ватаниги, мы готовы получить трудоустроить хайзи. Рухунхай, наставника Садахале, иди сюда к Волю Вале, шубу сахар, вот ходи, вот у нас хорошие учителя есть, вот ходите к нему на уроки, вот идите в другую школу, хороший специалист есть, к нему идите на уроки, пихизай, дневник водитай, пихизай, он чандar сидит, посиди тут дневник, посиди к нему тут посещатор занятия, вот такого подхода же к молодым специалистам у нас нет. Кого вы хотите в этом винить? Кого? Цок уже битин, чанук там дикрони цок уже битин ракун алика. Нет, нужно ай, дун истаеб ойнан ой чужугуру. Эстаги айскол, дидеги айскол, если Богу намека. Ну нет уже. Ну, результат. Хитта бухаб. Захоза сухабарат. Сазиокнул кин руководитель адваканги. Бог еще халк изе. Бог еще халк изе. Хети еще хай нужно цвиневи налосин. Школу день он никто не скажет. Бог еще халк изе. Нужно требование воли, как пожар мелкий, отцол, тревожной кнопкой, телефон экстренного вызова и так далее. Хельгу Шинжал обеспечит он уграйонах. Но глава Иналди Айзекман, вы же понимаете, я тоже учитель, я вас прекрасно понимаю. Никаких органов уберу, уже дорогу плана выезжал. Я вижу, что они есть. Пускай по телевизору слышат. Я вижу, что они есть. Представление Тхуамачкина. Вот так прям одинаково, это же не может быть, например, в хунзарской школе и там гозоколог, где один ученик учится. Не может же быть. Богу поддержал. Этими вопросами мы займемся. Мы займемся. Я вижу, что такое есть у них. Например, начальник школы, он хутварах кнурулил гоз. Он хутварах ха. Так что кнурулил арафолги рукой, она не хам, тот, а не виха. Даже в любой школе он хутварах хутварах, шут хутварах хутварах. So хутич, он хутварах хутварах. Туакало хечунани охранки. Если штатного работника там нету, директор же там не будет сидеть в звонках и жавак он. Бог хазаманов хикхурмачнеру, хорошо, до 3 лямбури, до 4 лямбури, до 5 лямбури. Любое время же они могут звонить. Коллеги, я вас прекрасно понимаю. Прекрасно понимаю. Вы не думайте, я об этом говорю везде, настаиваю, и глава не раз слышит. Но не надо думать, что мы с этой стороны, а вы с той стороны. Мы с вами же одна команда. Это мой минус. Конечно, в итоге представление Хижава Дитсукваскола. Ко мне он идет. Любое заявление нужно спланить. Ко мне он идет. Киракудики, прокуратура нужно спланить. Я за это отвечаю. Вот посмотрите, я, например, сегодня не намерена вообще о результатах ОГЭ и ЕГЭ говорить. Потому что никаких логисов, суаказиан он, Вицана, результат все знают. Я об этом вообще не собираюсь говорить. В конце этого года учебного, естественно, мы будем сравнивать. Но мы не собираемся.
этом году мы будем работать низкое успеваем, низкое качество. Пулги школа зубун, адресно халт и обичащане. Аллахскому методисты будут. Я планирую принимать сюда методистов, чтобы они неотрывно от школы, чтобы работали. Пятницу, субботу, чтобы они работали в школе, остальное время, чтобы они работали здесь, чтобы, при этом, чтобы они видели, какие программы, какие изменения в программах, какие у них есть учебники, над чем работать, где какие упущения. Для этого всего любой методист, он должен работать в школе. Школа будет положение к битичу, ханядо методистам уже кумек олару. Я об этом всегда говорю, права я или нет. Всегда говорю. Ну, Олу только что озвучили. Вот и Алгуйля, а раньше срачару анима. Не надо так говорить. Зачем об этом говорить? И не сруб анил, он и два сруб анил. То же самое бывает. Я не зря, коллеги, вас вызываю с садиков, школа, директор за этим сада, потому что они продолжают вашу работу. Нужен фундамент, я сотни раз говорю, садиков фундамент эту на них, а садиков фундамент эту на них вы сами видите. Жак день единства, садиков мероприятия хилил, микро садиков гуляют. Нет, коллеги, тут концерты халази, нужно трех матчей концертов халази, реально у них легкий ойжал группу. Чанс чист рехар чат шилехар. Пича музыку гретом форму, туда ходят дети, сюда ходят дети, куда это гибкун. Объясните детям, что такое День единства. Объясните детям, что такое Дагестан, что такое флаг, почему мы это отмечаем. Вот какая должна быть работа. Воспитатели не надо мне эти видеоролики отправлять. Ты и так телефон сумку. Это не нужно мне отправлять. Нужно хабули халки реханижани. Нужно телефон, они докладывают. Клянусь, я спрашиваю у одного ребенка доктора, чье он вторая он. Халу гретун они, он не смачивает. Ну, мацхариясы, он халу гретун они, он настолько ёхуниками. Халу гретун они, он битин хариясада, кутата халу битини, кочол игумок, умхумок. Шайхалари, жаба садикал умхумок, нужно психолечивание. Метер школа вращен в госту проходит эскинуги. Какой результат эскинуги аз? То же самое, я в ранее школу аз абурада ситуацию садика зуб. С этого года, я уверена, что вы это уже обозначить не нужно целью. Из Хана группа бачхар воспитателя, бачхар на садиках группа до конца. Мы об этом уже говорили, до конца. Шай он они, нулевой первая группа в Махрис-колледжу Махрюгу первая группа в Махрис-колледжу Махрюгу младшая в Махрис-колледжу средняя в Махрис-колледжу Махрюгу старшая группа в школе в Махрис-колледжу Махрюгу первый класс. Вот откуда у нас идет результат 0 он, там 5 мы не можем. Если даже я сейчас здесь буду говорить 5, а не нули, вы все будете надо мной смеяться. 0 он. Пересдавать ОГ 80 чанча Микемура. 96 чи. Пересдавать Араха. Идеально у нас работает на Айзе. У меня и гумерлечку. Я не могу так сказать. Потому что кто-то оттуда станет и скажет, а откуда же эти дети? Поэтому не кругу, у нас с вами одна единая цель. Сайтал, после нежеца, школа, вот так будем делать каждый раз. Школа не креется после образования, результата хлитини, школа сайта хлитини, садика, жодорку говорю и халку результата хлитини. Вот такие у нас будут совещания. Не так просто Масуд Таджиевич, Сион Ахам, Тунгодин Ахам, вот такие совещания у нас уже больше не будут. У нас будут совещания адресно живжи школах, живжи садиках, жодорку халки, осветить роль. Сайтал в жаре холо нужется, нужен хапур халк. Халай отдел сайтал шикарный.
Ниже цеголам букуна, нягидун цо красочного адам дихал у министерства путакал идеальную биломбицу не хал ткна. Ниже определенных план биобу, ниже определенных качество образования физиза школе, сунты бахине школе, ниже цеху суала биобу, поэтому лусуала зу. Жава это мы вместе должны делать. Не я одна, не Максут Качевич, не я одна. Поэтому, коллеги, возьмитесь за работу серьезно. Босу любишь, хо любишь, да не призечу. Вот, пожалуйста, видите, бихизель, хабди уже совещание план бихизор одина, хаб совещание, это следующее совещание по такому вопросу этот. Я думаю, вот так у нас результативность будет больше. Что касается комплектования образовательных организаций района, коллеги, вопрос очень серьезный. Я свое поражение очень болезненно воспринимаю. Вчера министерство схватило ячку, туацию парталда. У меня было такое состояние, я не могу сказать. Школа Хайна Недора. Хази Кито бегают, покажу. Путакал бегают, райзут захмат. Жака болева хамишта школа определенный заманах хамугу. Жака узул школа инхимал рюданиги, ниже того брайз колледжа. Жака нужно дух из вагозок колоса кима доли работы шезеля. Старшая же школа туда ездит. А почему эти 2-3 ученика туда не могут ездить? Суал хурахалда. Конечно же, видимо, скажем, нужно из Анхикулхалха. Очень убедительно я могу и говорить им. Второй Гамсутер Дагестана Духварун Батычунами, школа на селе, единственный культурно-просветительный центр. Начальная школа Биечунами, садик Биечунами, Рослоху и школу. Не керосует, чонтуло просто. И руками, и ногами мы должны сохранить эти школы. Мы можем на встречу возиху парихечу, некоторые определенное количество школ или коллеадина для республики тоже так же было. Им выгодно переполненные махачкалинские школы, да, цугелишний класс Алрайзи, возиху так вот хиповые. Вы же видите, друг на друга сидят и олиоз. А зачем мы должны переживать за махачкалинские школы? Каждый за свое. Мы должны переживать за свой район и за свои школы, за свои села, чтобы не уничтожать села в районе. Вот над чем мы должны работать. Что бы это для нас не стоило, что не хозяйскую любовь, мы это сохраним, иншаллах рахман, я так думаю. Вот у нас есть в 11 классе ближе расположенные школы. Один класс комплект это 1 600 000 рублей. Коллеги, 0,25 поварсу сократить уларгуйнам олюбе. Вы же должны понимать, что 1 600 000 рублей эти немалые же деньги. Майдон субъект и гучижали он и хей класс райзи. При этом и глава должен дуя окруживази, и депутаты должны окруживази, и нужно долхаваха киху подход тоже нужен. Конечно, и Господу школа да. Естественно, они на меня как на больную смотрят, говорят: Фатима Хадисовна, как вы у нас просите, вот здесь открыть класс, вот через 2 километров еще один класс, и здесь сидит 2 человека. Вот это же вы должны понимать. Конечно же, нужно рохули халах, нужно где-то разихули халах, мы можем так делать. Волгу физика художественный учитель, Аббака Ходок, физика учитель, можем ему часть дать в той школе, можем перевести этого ребенка в другую школу, можем сократить этот класс. Но уже вот фигури порой даже бить чуть нечего. Но уже бить хули жогурни, халяба все буги жогурни, халябира хатин хатсо, вы эту сторону даже не видите. Со стороны Бог даже Айсбио, почему там Фатима Хадисовна что-то, почему этот глава администрации, почему тот другой Айсбио, а на самом деле нам нелегко это все сохранить и создать. Так, о реализации следующего вопроса, коллеги, я уже адресно живший директор Сугулгубитина, я не хочу вас задерживать.
Следующий первый вопрос о реализации программы «Разговоры о важном». Только что Масуд Гаджиевич сказал, Хефиму мотивировать обязательно должны. Хебайрах Морхульхиме, цог отличников Бакору Инкида. Есть у нас жив результат, будь это спорт, будь это поведение, будь это опоздание или же своевременная школа вирачаров, будь это что-нибудь пропускать их имя, будь это отличник, будь это отличившийся в каком-то проекте, в конкурсе, участвовал только ему уровне. Охватите детей. Делайте так, чтобы стремился ребенок, вот следующую неделю я буду поднимать план. Фотографируйте ребенка. Хену жургу сайтом, хену жургу инстаграмом. Вы это можете делать. Я вас очень прошу, мои голосовые не надо отправлять по вашим школьным группам. Не я там директор. Я могу к вам отправить. Я вам голосовые отправляю, потому что у меня ни силы, ни времени нету все это печатать. Вы видите, я в середине ночи тоже вам отправляю. Могу руководитель Луги Хибикизай. Ты голосовал в нахчу любичку, дура грехи. Покажите, что ты там директор. Я же там министерству голосовой нужно купить уларгует. Я отправляю свое. Поэтому, что заучится крехом, что организатор сухого грехом, спокойно рубичком, докажите, что ты это все контролируешь. Что под твоим контролем эти и другие вопросы. Очень часто мы отправляем, очень мне хочется в отделе любое письмо, нужно купить письмо для участия там, в федеральных, всероссийских мероприятиях. Адрес очень мне хочется проверить. Вот я вам, коллеги, отправляла вот это письмо. Из района, кто участвует в данном мероприятии? Кто участвует именно он? Вот в этом участвовала Хунзакская школа, в следующем участвовала Гадзаклинская, в следующем там маленькая Гуновская школа начальная. Вот так во всех мероприятиях хочется, чтобы дети участвовали. Покажите, не надо вариться собственным соком, не надо ездить на больших школах. Вот я думаю, все время в начальной школе стыдно у людей, вот какой огромный труд у больших школ и у директоров больших школ. Ну, я понимаю, что у них возможности большие. Контингент Угузу, и просто вещи резубиха. Я понимаю. Но вы поймите же, у вас же тоже работа такая, как бы репетитор школа, учитель и ученик. И что тогда получается? У нас что дети поголовно больные, дурные? У них результат шла многие. А почему же репетитор результат школы буги не каким залежу? Что учитель, что результат шай буги, таблицу умножения шай халечи. А почему вы хотите сохранить такие школы? А, конечно, в итоге за ваши работы отвечают директора больших школ, потому что нужно срать архимохидов, школа Дорукуни. Здесь, коллеги, цепная реакция. Живжичи, халпичугу, живжичи. Живжи школа, живжи садик, как результат. Никакой результат не будет. Нам зачем это? Правильно Масуд Гаджиевич вам говорит. Там Керку, газ был, он же дает газ поличен, выключить он же олар гулидом. Где-то, может быть, что-то есть, им разрешают, у них это считается и так далее. Нам зачем? Нам нужны руководители, нам нужны грамотные специалисты, нам нужны хундери химозу, счастливое будущее. Нам нужен, прежде всего мне нужен счастливая старость, не родитель зазу. Счастливая старость. Кит табу бачка пенсии гёсун у вас я сам ходу махачкала на прикладу. Осуд хизанк маназер лупинчку нупини. Но же вас слуги я слуги будут луги хаутизи. Херки хаутиз парумугу. Вот что нам нужно. Я с удовольствием могла бы в этом году ЕГЭ в том формате, как делалось раньше, или даже в этом году делалось в районе делать. С удовольствием могла бы. Я не шаржу хезя бирбилками. Уверяю вас, но мне это не надо. Не надо 1 год на поднятой головой с вами разговаривать. Бог я через полкажу к вам. Ты хатра, я вообще даже не захожу этих подходов
Джани. Даже не захожу. Даже у меня столько здоровья нет, мне это не нужно. И вам должно быть плевать на это все. Вы должны быть хозяевами ваших школ и садов. А мы вам, конечно, всегда поможем. Бажару бегали, бажару бегали. Никак бажару оказывал бегали. Но однако, Вала Хадисовна, ведь хап кушин жолюка. Ну, колледж результатов чья-либо. Да, бывают и такие дети, не исключение. Но это же даже хоть костяк в Шихунзавском районе должен быть. Должен же быть. Но если директор школы не посещает неделю, хоть одно занятие, если не посещает, о каком результате вы говорите? Если директор школы не идет в спортивную школу, не проверяет чанца, докхан, дур школы, хилвачи, юги, тренировка для леса холонечками, о каком здоровье идет речь? О каком? Спортивная школа должна быть тесная связь со школами, с директорами школ. Обязательно. Я ваша помощь очень нужна руководителям спортивных школ. Значит, мы в районе, это будет единственный в Дагестане клуб большой перемены. Единственный в Дагестане. К нам 5 числа на День учителя приедут руководители с Москвы. Мы здесь будем открывать клуб. Что же это значит? И какие огромные есть возможности этого клуба и у этих детей, которые участвуют в этом. Сейчас вам расскажет Патима. Она у нас будет, Патима Ахметова, пожалуйста, Патима, потихонечку поднимайтесь. Вот Патима, вот ее дети в прошлом, позапрошлом, этом году тоже 2 финалиста. Никера Унаху, благодаря Патима, ее наставничеству, ее требованиям, ее настойчивости, Хунзавский район среди других районов лидирует в этом направлении. Сообщество, сообщество, постановление в город и о движении Словения, и о движении Райзи, и о движении я получаюсь Рахмали Богу, Аллах Субхану Нехер, районда октябрь начало клуб, и клуб Акалфизи было добровольно учителями, родителями, хима. Активный группы, пассивный гиберида. Пассивный химал руку случал, пассивный химал активный переход каралги, интерес карал. Халпизи. Шип, толеп, ичкина, халп, и выконываем клубалда жаниб. Клубалда жаниб руку имела активность. Имела таковал мини-конкурс Россия страна возможностей. Руку имела экскурсия предприятия Россия держание, жуду держание, бутло-бутло-хе, адамасину хече, харал предприятия руку, чахял предприятия, ножами руку харал. Хагаре, химала бихизе, химал стимул кине, экскурсия руку, активный клуб азитхоле. Перебо экскурсия путешествие больше, чем путешествие на проект. И проект Аллаги, Ахалфизе Республика Хима. Руго Росмолодежи, Толе, Эдинго, Грантал, Хималазе, детские гранты, Аулада, Жиндир проект, Хасат, я вкусал телефон, Жив школа, 10-11 класса, проект защищать языка, Хималаца, индивидуальный проект. А проекта Хеге Хималада, проект Алмахизеги, способствует языку клуба. Хитхавали, Шихавали, и Жив-Жив-Химаду, Жидир-Бугир идеяби, проектал Дегирусинарон, проектал Тола конкурсалы и грантал Бельгона. Имела другу именно школьник из 14 лет до 18.
грантал берҳарал жодурҳава проект умрвалди вақинявра даши зарабатывать вебихара бо проектал ҳедин эмирал акциялар буна ҳатаватал акциялар буна акциявадаги ҳалқизи дица ҳарли буна жода ҳатизи античугун жеги ҳалқизи открытие клуб открывать эмирал ҳалқи бубужеги шимала давара ҳатват ҳадисан наслухугу ссылка дир номер галези захматажугу дир қиқоги ссылка на чат телеграм каналда на чат шегулесу радиоачарахимада отқара шина материалки на губихи зересугутун цализе изучитар зересугутун химал гадитезаби учитезаби активный пассивный рубуниге это вот если вы не будете карал хасат меньше хаду не будут карал бит добавить зебеула подошлечу добавляйтесь в этот чат нужно суалар гони жаваб битли наставника се возможность убежища микрира никани нужно наставника се царя факультет химала за что еще халха 5-7 класса конкурса доверяния путешествия мечты гамма для широкого положения Россия другишна городи, Россия другишна предприятия, Россия другишна интерес должна памятник логи лихола битсуна шиголи киновакали химала стабильна куда путешествующего 9 класс, еще там 8-9 класс 200 тысяч рублей на образование Лохималазы. И 10 класс Лохималазы миллион рублей тоже на стартап, что другое бизнес обучение в книге, начальник Джода Хазявизе Мукунарец. Наставник Асиши Букуни. Наставник Асе Мукуна путешествие, это образовательная программа внутри путешествия. Программа просто так, программа Вишана, программа Кунару, Цахик, Абнихек, Барбуге, программа Куна. Живжи среда, его педагогическая среда, и там была его программа Михе педагогазы, потому что Хика. Халтоеги, Хималкунг, Ахязеги, Хималрачинеги, Хималази интерес коли халки битоне, потому что психолог на халки, Хика программа го. Но сяда Алдан разговор шла, выпускник Верхани, диалог на истинном Химал Верхани, но разговор шел. Ноутбуки от Росатома подарок Живжисона Беганшинахе Биукона. И имела возможность послушать его образовательная программа в конкурсе, всероссийский конкурс оценивать реализм Машула, Амула, Жабахуа Жамим, Тхапу, всероссийский конкурс оценивать Амнадица, я стала экспертом всероссийского конкурса и стала амбассадором Северо-Кавказского федерального округа в конкурсе соавторов детского движения. Я حقيقي هقول لكم خلاص هذا إذا الله غير تيونا هبنا يبحثي هرسات نشيل بخيمة بعدك تعيزي بتكمو цель его отъяснил Allah Subhanahu wa Ta'ala и конкурс это несерьезно наса цель конхимал акал физики цель конхимал Allah Subhanahu wa Ta'ala берегинеги Хедингу цогивуги возможности центиля если потакадать удалал хималу районада Хималазе за их награды, за их дипломы, сертификаты разные. Это конкурс отработал, а из путевка Шлезегишон выложить время путевка шла бесплатно, совершенно бесплатно, артекалды путевка посадала, но села по азарушили. Путевка бесплатно шла, будет карахимати. Между школдасан, актером Царцови Шамилом Агамитрасул и него квартекалды. Награды он 2 года участвовал за участие в большой прелиминарной разницы нет районные, республиканские, районные и всероссийские разные спорт, творчество, разницы нет.
руководитель Хималшуга, руководитель одаренность направление еще одаренность еще направление другие антилеги направление кубаслуги это хабизеги так Allah Subhanahu уже слова еще один момент, что все санацлук ахис скидок архалар лагеру дневного пребывания. Вот ахис санацелю инчу это огромное ухудшение наше, огромное два надзора и проверить, пожарница проверить, хина уже проверить, если было на неги, как говорится, волка боятся в лес не ходить, он хайчун и кувар. Мы в этом году обозначили 3 школы, на базе которых будем мы создавать лагерь дневного пребывания. На каждому ребенку государство выделяет 120 рублей в день. 120 рублей в день. Значит, это у нас будет в Хузарском первом, Кацаплинском и Хараки, да, Хараки. Очень хотелось, очень хотелось, почему именно в этих 3 школах я обозначила. Это с Хадусисонов Никеца Шубу школу Дайла, дальше Дайгез Дайла. В этом году пробно я хочу делать в этих 3 школах, обозначила именно эти школы. Почему? Потому что там не просто физкультура, спорт, там, где есть точки роста. Мы хотим заинтересовать мажоры. Наши же школы, оборудование, куда проектов участвуют. Эти у нас успех каждого ребенка. Это есть у нас цифровая. Благодаря этому мы получили 28-30 ноутбуков. Не надо говорить, что они не очень хорошие, но какие есть. Да? Значит, ну потому что я уже слышала, что они не очень хорошие. Дальше. Значит, оборудование, которое не клейбачкара, нужно кому-то просто так пачкать. Вот следом придут люди, нужно кому-то строительство, буквально тендер выигрывать, он тоже говорит, тут же ходу чарирачку, вообще любишь и свои цели тоже бывают. Деньгу нужно бачкар оборудование на старт ходу чарирезилугу, чтобы вы знали, хирургицу ваяшка хунтечку. Вот принимать Абурагу, обязательно мы должны уже начинать работу с детьми. Уважаемые коллеги, приближается Никер профессиональные праздники, это День воспитателя, День учителя. Обязательно мы в том формате, какой обозначили День воспитателя, проведем. Праздновать сейчас он учитель, директор, воспитатель, на втором плане. Очень не хотелось на втором плане потому что гузул желание бьют колхалт, из гузул халт и гузул труд героги отметить эту школу. Поэтому тем более в этом году у нас будут гости с Москвы, будет открытие большой перемены. Мы решили садик Азулу профессиональный праздник отметить отдельно. И в обычном формате, может быть, даже лучше, постараемся, иншаллах рахман, и День учителя тоже празднуем, иншаллах рахман. И к этому уже должны готовиться вы, все школы, все сады уже должны к этому готовиться. И это все должно быть на уровне. Пожалуйста, я вас очень прошу. Цоцу нужно сбить у мачара. Я даже порой не могу никуда отправлять. Не могу. Потому что республика Бакира Унаца, города Цбачаржо, уже даже дикуци, телефонах, проводах, лапторах, не стыдно бывает, дицу движения рехаржоса. Я вас очень прошу, нужно халаха лучший из лучших. Все идеально не бывает. Не крется подибить ульжу, представить ульжу, инкола, бугиху, бишур, сахар. Айчун вопрос не было оптимизация. Киан, нужны ученики. Я вчера в министерстве тоже сказала, предметный учитель накрыть для того, и не худить на самом деле. Оптимизация локации не херабун бажор халфе бому, камхамбиц окей. Вахтер бижугу, разнорабочий бижугу, технический бижугу, ну, не хайди же бихуд оинчу.
Наш глава тоже сказал, не Хайскут но на самом деле у нас 3 миллиона денег задолжали мы 3 миллиона по садикам и 12 миллионов по школам. По школам никаких задолженность студията, никаких нагрузка не было. Не первую очередь никаких задолженность скрывана компенсация за временный простой работникам Аранинской школы в связи с строительством новой школы. Количество 32 штатных единиц в сумме 8704, сумма уже паринарха, 32 штатных единиц, у них оплачивают роль их долга. Поэтому за 9 месяцев этого года 12 миллионов мы задолжали, что и главным образом никакой ситуации руги, никакого класса вихази, никакого школы вихази. Это образовательный центр точка роста, количество 18,8 штатных единиц в суммарном выражении, 2823 и так далее. В общем, увеличение фонда заработной платы административного персонала с 1 числа. Вот есть у нас поэтапно бихизомугу сундук шижо задолжатуры. Это ни для кого не секрет. Бокран министерство, бокран правительство, бокран Минэкономика, Министерство финансов Айзек, не чаржуч, не куларяк, шинижо унечо. Вот они Министерство образования и Министерство финансирования Цусада Хоббит, у меня не авас хаба, не хербум битиналды. У нас проблем не было бы. Тут эти что-то прибавляют, а там в финансовом плане они это абсолютно не учитывают. Абсолютно. Точка роста рагу любу, нужно дохал от точка роста рара, чан штатные единицы не кетскому карали. Ханчи, у них точка роста раги оборудование шозолюбу, они а вот здесь штатов лечу. Штатов ади росулях, ади кролях, естественно, никакие ади финансовые рахи, рассмотреть эскидаронично. Поэтому это все причины независимо и от нас, и от вас, коллеги. Я думаю, это не наша головная боль, это эронтиской чай, они бат и руку, не кебет эронтиской чай, бат и руку. Только нужно суал гератичунни, нужно говорить гидан дикаги, халку требует.